Я, конечно, хотел рассказать вам о Коране, однако я услышал печальную новость, что «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун», наш шейх Абу Исхак Хувайни, что он умер. Шейх Абу Исхак Хувайни является нашим шейхом, то есть моим шейхом непосредственно. Я учился у него хадис Бухари, ходил Азиз Билля, мечеть в Каире, район Хайю-Зайтун называется. Также он нам преподавал в мечети Таухиди, то есть давал общие проповеди, общие наставления. Также он нам давал уроки Сейдуль Хатир, мечети Ибн Таймия, Кафр-Шейхи, город Кафр-Шейх, самого города шейха Абу Исхак Хувайни, Кафр-Шейха. Также он нам давал уроки Ба'исуль Хадис, Мусталах аль-Хадис давал нам уроки нам. Также мы проходили Сахих аль-Бухари, и общие проповеди давал он нам, альхамдулилля. Когда он приезжал в Каир, нам была большая радость. Он давал 2 проповеди в Каире, то есть 2 проповеди у себя в Кафр-Шейхе давал месяц, 2 проповеди в Каире. Я ни одну проповедь не пропускал шейха Абу Исхак Хувайни, когда он приезжал в Каир. И он теперь умер, шейх Абу Исхак Хувайни. Он является хадисоведом. Я с ним лично встречался. Также он хотел ко мне прийти домой, нашим студентам. Хотел поставить программу, из нас сделать хороших хадисоведов, из наших братьев. Но однако спецслужбы, то есть Египта, запрещали нам такие встречи. Однако он хотел нам поставить хорошую программу, чтобы мы научились хадисам посланника, саллаллаху салям. Эти времена были 90-е годы, очень трудные времена. Из-за китаба акида, китаба таухида египтян сажали обычно в Египте. Такое трудное время. В Ураба были, и студенты были в Ураба, и также эти шейхи были в Ураба. Их сажали. Бывало такое, что некоторых шейхов убивали. Как одного шейха мы убили, Исам бин Мар'и, рахматуллахи алейхи. Он является из Матария, называется Мантика фил-Кахира. Его убили спецслужбы Египта за то, что он преподавал в Пакистане тайно 6 месяцев и сказал ему: якобы ты переехал в Афганистан. Смотрите, эти ученые шейхи, как они жертвуют собой, своим временем ради Аллаха. И шейх Абу Исхак Хувайни, будучи больным, инвалидом, не хочет быть под тиранией Египта. Там же был переворот. Он уехал, то есть люди его приняли в Катаре. Мусульмане, альхамдулилля, приняли его в Катаре со своей семьей, по милости Аллаха. Он был мухаджиром ил Аллах. Чтобы не покориться, не подчиниться тирану, шейх Абу Исхак Хувайни соизволил быть мухаджиром на пути Аллаха и покинул этот мир, рахматуллахи алейхи, инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Они являются действительно носителями Корана и Сунны. Такие люди, которые берегут Коран и Сунну, они являются для нас примером. Сколько они отдали, но Аллах Субхану ва Тааля их поднял, возвеличил. А тирану Аллах Субхану ва Тааля унижает в этом мире, и также после смерти они будут унижены, эти тираны. Нам не нужно с какой-то стороны оккупации. Оккупации не нужны ни с какой стороны. Нам не нужны оккупации с какой-то стороны. В мусульманских землях сами лицемеры, которые ставленники, они нас сами уничтожают на мусульманских землях. И большинство мусульман сегодня расходятся по всему миру, но однако это тоже есть милость Аллаха и мудрость Аллаха. Некоторые не выходят на да'у ил Аллах. Ради Аллаха на да'у люди не выходят. Когда Аллах от нас требует: удру иля сабили роббик, призывайте к пути к вашему Господу. Аллах, когда нам говорит, каждый в своей позиции. Кто-то знает Коран наизусть, может Коран преподавать с таджвидом, тартилем. Другой знает исламские знания. Другой, может быть, распространять, помогать в этом. Другой построит мечеть. Другой содержит этот мечеть. Другой содержит программу в этой мечети. Это есть распространение ислама. Каждый занимает свою роль. Если каждый мусульманин занимал бы свою роль правильно, валлахи, до других людей дошел бы ислам правильным образом. Эти шейхи не хотели переворот в Египте. Эти шейхи не хотели взять у них кресла, не хотели. Они просто хотели им дать знать: вот этот манхадж пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот это Коран и Сунна. Вы тоже держитесь за него.
Но они этого не поняли. Эти невежественные люди не понимают, как будто ученые, богобоязненные люди хотят власти. Бесплатно, платно не хотим, Аллах. Не хотим ни платно, ни бесплатно. Потому что там есть много грязи. Не хотим. Ну, изгнали, свои родины изгнали. Рахматуллах алейхи. Пусть Аллах помилует его, смилуется над ним. Иншаллах, на другой день расскажем про Коран. Баракаллаху фик.